Более 2000 гостей со всей страны собрало одно из главных событий священного месяца в регионе шатер Рамадана Мехкмардастер. Мероприятие приурочили к 26-летию Ингушетии. В рамках республиканского разговения вот уже третий раз в Ингушетии проходит и акция «Вечер нашидов». В летнем амфитеатре Насыркорта выступили известные исполнители. Репортаж Зелимхана Калоева. Пожалуй, самое долгожданное событие для всех мусульман. Вечер нашидов в Ингушетии вот уже который год подряд собирает полные залы летнего амфитеатра. Выступают на сцене известные исполнители нашидов: Заур Салихов, Хадис Сабиев, Исай Самбаев, группа Ан-Нур, Аса, Нашидуль Ислам и многие другие. А открыл вечер один из самых юных хафизов страны Абдуллах Чахкиев, который прочитал суры из священного Корана. Ко дню Ингушетии регион посетили почетные гости со всей России. Муфти из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края, Калмыкии, Волгоградской и Саратовской областей. А также муфти Адыгеи и Краснодарского края. Приехал в республику и министр по нацполитике Чеченской республики Джамбулат Умаров. В рамках шатра Рамадана гостей наградили юбилейными медалями и вручили им ценные подарки. Юнусбек Евкуров поприветствовал гостей и поблагодарил за поддержку в столь значимый день для ингушского народа. Глава региона поздравил с 26-летием образования республики и пожелал всем, чтобы Рамадан укрепил духовное единство и наполнил сердца теплом, радостью и добротой. Подходит к концу самый святой, красивый, именно Всевышним выделенный месяц Рамадан. Месяц, который говорит нам, что нужно делать много-много добрых дел. Мы во все времена, проводя мероприятия, всегда говорили: торопитесь творить добро. И давайте вместе сегодня проведем Мардастер, а в целом, чтобы все понимали наш ифтар. Спасибо всем огромное, мира, добра и процветания нам. Дорогие братья и сестры, позвольте мне приветствовать вас словами священного Корана: «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух». И поблагодарить за оказанную честь. И поздравить вас с рождением вашей республики. Сегодня у вас юбилей. У нас продолжается месяц Рамадан, месяц ниспослания последнего откровения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, месяц блага и милости. Именно в поисках блага, в поисках милости, в поисках единения, установления, укрепления братских отношений, в том числе находятся здесь гости, которые приехали из разных регионов Российской Федерации. В Ингушетию мы постоянно приезжаем. Здесь нам очень приятно находиться, потому что народ очень дружелюбный народ. Поэтому огромное вам спасибо, Юнусбек Наматеревич. После награждения и поздравлений исполнители вновь погружают амфитеатр в особую атмосферу праздника. Выступающих артистов на вечере с каждым разом бывает все больше. Многие полюбившиеся исполнители из года в год все охотнее приезжают в Ингушетию и радуют своими выступлениями. Исполняю нашид, и я выбрал слово «мама», и на ингушском языке тоже будет это «нана», мне как подсказали. И вот «нана» тоже я специально вот это исполнил, так как мы не первый год сюда приезжаем, мы каждый год, почти можно сказать, последние годы мы приезжаем, исполняем нашиды. Хотелось бы всех поздравить с этим месяцем Рамадан. Пусть Всевышний Аллах примет наши благие деяния. Весила вач Аллах дала харман хибут бахандалу шо дайк алдойл ва ишадир ши. Весила вач Аллах дала ва индук вишел пайгамбар тани алейхи салату вассалам нохчи кам галга кам цханту галг фирдаус османча. Важно отметить, что у нас каждым годом гостей все больше. То есть приехали муфти из других регионов России. Это Волгоград, Саратов, Самара, Адыгея. То есть людям нравится наше мероприятие, наша республика, уважают нашу главу республику. Поэтому мы очень рады видеть этих гостей.
Священный месяц Рамадан, безусловно, является лучшим временем для укрепления дружеских отношений. Зал амфитеатра полон гостями. Для каждого из них особенный вечер. ناخا صغر ناخ سفر الدار ده مار خابز بناخ شيل كير دوخا خب مار خابز خلص ايش عمار ذكرش سوسي حبينو ناخا بردو ناخ بردو. Впрочем, вечер только в самом разгаре. Солнце почти скрылось за горизонтом. На начало масштабного общереспубликанского мероприятия Мехка Марха Дастер все готово. 100 шатров для совершения разговения с накрытыми столами ждут своих гостей, которые, впрочем, уже активно собираются. Подготовлены места для ритуального омовения и совершения коллективного намаза. В работе задействованы волонтеры, которые в месяц Рамадан трудятся, не покладая рук. Начало акции «Шатер Рамадана» ознаменовалось и насыщенными подарками. Десятки мальчишек получили велосипеды. Возможно, именно этот день республики ребята запомнят надолго. Также по поручению главы Ингушетии Нузбека Евкурова на мероприятие пригласили малообеспеченные семьи региона, для которых подготовили помимо основных подарков и продуктовые корзины. В этом году приятно совпало и то, что День республики выпал на начало последних 10 дней Рамадана, когда все мусульмане мира, совершая намазы и делая дуа, ждут одну из последних ночей этого священного месяца – ночь предопределения. Ночь предопределения, ночь, когда спускается, ангел начинает просить прощения для тех, кто просит в эту ночь, кто делает дуа, кто читает Коран. Ночь, когда твои грехи прощаются, и нужно успеть в эту ночь попасть. Поэтому нужно эти последние 10 ночей соблюдать пост, и не только соблюдать пост, но и читать Коран и делать ночные молитвы. Меню, как и говорилось, для всех одинаковое, вне зависимости от социального статуса. Пост, как известно, помогает мусульманину контролировать негативные эмоции, такие как гнев, ненависть и жадность. Для многих гостей стало уже доброй традицией посещать такие мероприятия, которые собирают всех знакомых людей. Кто-то приходит с друзьями, некоторые с семьей. На самом деле встретил очень много людей, товарищей даже моих, которые я уже не видел, порядка год-два. И сегодня, когда мы здесь встретились, нам было очень приятно, мы общались, разговаривали. Я пришла сюда с семьей, с друзьями, и очень приятно, что у нас есть такого рода мероприятия. Тут очень атмосферно, ребята стараются, накрывают столы, вот нашиды очень замечательные, можно послушать, все здорово. Азан звучит, и верующие во главе с Юнусбеком Евкуровым, муфтиями и гостями, в числе которых и Хабиб Нурмагомедов, после разговения финиками и водой приступают к совершению коллективной молитвы. Мархда собрались более 2000 верующих со всей республики, и не только. Среди них и почетные гости. Пришли практически все, и дети, и взрослые, а также более взрослое поколение. В стороне, судя по этой картине, никто не остался. Среди почетных гостей заслуженный художник России Ника Сафронов, который уже начал готовиться к своей предстоящей выставке в Магасе. Известный художник также держал пост в знак солидарности с ингушским народом. Мне приятно, что я сегодня держал марх, то есть пост, и это какое-то такое, знаете, единение с народом, когда ты чувствуешь, что это твой народ. И не важно, кто что думает, у каждого свои мысли, один физик, другой художник, третий борец. Но объединяет общая культура, ценности человеческие, любовь, профессионализм, порядочность, честность. И я все готовился. Вот возник такой момент, когда стоит башня, и есть ресурсы творческие, есть картины. Я думаю, что мы набрали за это время имя, и это имя я готов подарить этому народу, замечательному народу. Я чувствую себя немного ингушом, потому что это национальная еда, это вечерний ужин после немного кубитейка, да, скажем, да. Наверное, когда-нибудь я достигну уровня папахи.
В восторге от мероприятия был и министр по нацполитике Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Он отметил, что встречи, направленные на объединение общества и укрепление мусульманской уммы, очень важны. Сегодня для меня, с точки зрения эмоций, это неповторимый праздник. Потому что сегодня я вижу своих братьев, я вместе с ними поклоняюсь Всевышнему Аллаху, я вместе с ними плечом к плечу преломил в очередной раз кусок лепешки. Поэтому я уношу в Чеченскую Республику самые восторженные эмоции. Я сегодня горжусь Ингушетией, я сегодня горжусь своими братьями. И на прощание говорю еще раз: Аллаху Акбар, дала, харнек далилба, вейнех далилба, иман, собор, тофик, лолвей, дала, бетки ёлвей, дала, цадуэлвей. За одним столом вместе с главой республики Юнусбеком Евкуровым почетные гости — религиозные деятели. Многие из них в Ингушетии не в первый раз. За этот короткий промежуток времени каждый успел заметить преобразование в регионе. Ну, я вижу, во-первых, много что хорошее строится. Вот сегодня я попал на Большую башню. Я был в восторге. Издалека не такая большая, но когда мы на электроавтомобиле 100 метров поднимали в башню, я вспоминал пирамиды. Я могу приравнять, но это очень грандиозные башни на самом деле. Ну, я до сих пор не могу отойти от этих ощущений, на самом деле. Это, по крайней мере, в России такое нету. И это, я думаю, заслуживает быть тоже так объектом туризма, потому что здесь есть что посмотреть, и горы, и леса, и тем более такую башню. Я думаю, гостеприимчательность очень большая. То, что мы сегодня видим, то, что мы участвуем, ту атмосферу, в которой мы окунулись, слов нет. Вот это братство, это взаимоуважение, это понимание того, что это Рамадан, месяц милосердия и милости. Понимание того, что мы должны жить вместе, дружить, понимать друг друга и творить ради Аллаха вместе. Никогда по одному не получится, ни по два не получится. Ни тем более, если не будем уважать, ничего доброго у нас никогда не выйдет. Аллах, изменения очень большие. Когда приезжаешь, видишь, думаешь, этого не было. Как они построили за такое короткое время? Вот это вот преображение, это действительно происходит. Дай Аллах вам сил и здоровья все это продолжать. Это все происходит потому, что и глава республики у вас молодой, энергичный. И вот это все, что творится, это все идет от этого. Я с огромным уважением отношусь к народу Ингушетии и всегда радуюсь тому, что я бываю здесь. Вот какая-то родственная связь есть у карачаевцев с ингушами. Вот поэтому хочется постоянно сюда приезжать. И я точно так же прошу вас, чтобы приезжали. В Ингушетию уже третий раз на таком большом мероприятии. И отрадно заметить, с каждым разом мероприятие становится более лучше и лучше. И мы очень много, большой опыт перенимаем именно в Ингушетии. Альхамдулилля, мы чувствуем себя, что мы как бы находимся в мусульманской стране. И Ставропольскому краю можно много научиться в братской Ингушетии. Во-первых, я хочу поздравить с днем рождения республики вашей, поздравить с священным Рамаданом. Это месяц, который объединяет людей, месяц, который способствует тому, чтобы человек больше двигался и больше делал деяний хороших, потому что, в принципе, мы для этого и постимся. Вот. И то, что мы сегодня стали свидетелем вечера нашидов, после этого ифтар, это очень радует, приятно, даже нам не хочется расставаться. То есть мы, по большому счету, изголодались, потому что, на самом деле, нуждаемся в живом таком общении. حبكش مفتيش توخ مسو مفتيش صوتش بدا كشكش تي بچا صرا نخ صوتش دن توخ وس يا هم دقاش تامش اش دق ادم حد يندر مسني نديل اخيت بس خوز يا هم دقاش عبوخش بوشنا خيتات توخ شو هذيك قول خن اوش سنه قول خن دات صق ياخش شو نخ يازب يا قاچن شو اسا خد دا سا دولسن شو اخو ديك عشا بلا بو بق شو نخ يازب بوش وعشق يتر دا شي دو دولت يرى دوقم دير دوقم حمد يعني اجا
هنشل تخشوا بخشوا حلق دنين شو هنتشت نخوا عشاقيت قش قبل نخطى بأحكا نسويق دن كل جلدش بولش بوا مفتي بولش بوا نخ يقي بولش باقي عام نخ يقي بولش تهن أولياء نخ يقي بولش آخيشا تهن لا إله إلا الله والش لازم هاتسن ديل إلشن صلوات يخكش تهن نشيدش يش هنتشت سخدي على سووا بقت دو الزام دال حوت تابين دال النظام حوت تاخذ شوي خمبي بيس. Впрочем, все гости остались довольными. В этом году, пожалуй, как и в прошлом, День Республики выпал на священный месяц поста. Потому все праздничные и концертные мероприятия перенесены на 30 июня. В этот день также пройдут ингушские игры, конные скачки и не только. Поэтому смело можно сказать, что празднование Дня Республики закончится не скоро. Зелимхан Калоев, Микаил Тангиев, Хаваш Гойгов и Магомед Дидигов. Новости 24.